Так, ребят, всем привет. Сегодня будет игра на спорте. Будет играть на Туске Мира. Саппорт команды Аврора. По Старбаю у вас всегда танго, винлейс, дуэтки, ферри, гранатка и вардики. Иногда можете вместо винлейса взять стик, если линия очень спамящая по типу линия какая-нибудь с бэтрайдером или МБ там фантомка плюс там саппорт, который спамит. Можете стик взять. Стейдж взят, чтобы, если что, вкачать шарды, в итоге, ну, на ФБ, в итоге вкачивает, вынуждает Сларка вкачать баунс на первом уровне, и будет легче линию стоять. Стоят дальше ждут, получше сделать ФБ. ФБшки, к сожалению, не получилось. Сразу же бежит на линию. Тут у него линия достаточно неприятная, поэтому ему нужно будет просто стоять в пачке с ДБ и донать крипов, чтобы апнуть раньше левел 2 и попробовать как-то убить шамана. Сларка не получится, так как он паунс на первом вкачал. Вот, поэтому здесь ему нужно просто раньше апнуть левел 2, чтобы получить power spike раньше, чем враги, и попробовать перевернуть чуть-чуть линию. Просто старается стоять рядом с ДБ, чтобы Сларк не подходил и не бил ее. Хочет как-то переагрить пачку под ДБ, чтобы легче покачаться было. Левел 2, к сожалению, с того, что ДБшка умерла, апнуть раньше вдвоем не получилось. Вот поэтому просто чуть отогнал Сларка и стоит дальше в пачке. На такой сложной линии можно, начиная там с момента, когда линия уже совсем нестабильна, когда там у Сларка уже условно тапок появился, или просто там у шамана левел 3 он постоянно в контроле держит, можно просто пойти пачки вот здесь выпуливать. Здесь просто до конца дерятся. Странно, что гранку, конечно, не скинул. У него ферик вроде был. Вообще на туске нужно максить тактим, но если у вас какая-нибудь линия, где, ну, рейндж керри, допустим, SF, дровка и сап тоже рейндж, то можете тактим вкачать в один, просто чтобы на втором уровне как-то, ну, попробовать килл сделать. Дальше максить просто шарды и сноубол, потому что тактим вам на линии особо не понадобится, а с шардов и сноубола вы выдадите очень много урона и будете чаще цеплять врагов, когда там будете под мид играть, ну и на своей линии тоже будете импакт делать этими спалами. Пошел, наверное, пачку хочет выпулить вот здесь. Next. Сейчас ее аккуратненько поведет. Конечно, может подойти Сларк, но его в целом будет убить тяжело, потому что он вот держит скиллпоинт себе на сноубол, чтобы, если что, если шаман ошибется, встанет под ДБ, вкачает тактим в 2, и они быстро его бьют. Если нет, то вкачает сноубол, чтобы время потянуть. Ну, сейчас, скорее всего, момент Сларк, и он просто потянет время, и они, ну, и с ДБшкой убьют их просто. Нажимает сноубол, максимально его чаржит. Стики фейрик нажал. Чуть-чуть кривовато шарды кинул. Если бы Сларка запер, то Сларк бы тоже умер. Нужно было их подальше кидать. Понимаю то, что на линии он ничего сейчас не сделает, потому что шамана не видно. То есть, ну, скорее всего, он тоже под мидом, и, ну, ДБшки угрозы нету. И плюс у Сларка мало ресов, то есть в ДБшку они вряд ли нападать будут. Поэтому он решил просто сыграть под мид, чтобы убить этого лоу хп СФ.
Сейчас просто без проблем может по тауэр задавить, сноубол нажать. Вот он вообще на одну тычку буквально. В таких ситуациях можно либо остаться, и если у вашего мидера остались все еще ресы, можно остаться, главное экспу, не красть у мидера, и убить вражеского мидера после ТП просто. Вот. Так как тут у Копы лоу хп, и активка не скоро, он сразу же пошел к ДБшке, чтобы она одна не страдала с Ларком. Тут, к сожалению, выход от Марси. Может быть, получится опять же сноуболом время потянуть. Попытался, но, к сожалению, все равно умер. Сейчас уже 6-я минута будет, поэтому в топ он точно возвращаться не будет. Будет играть под активку и пытаться под ульт Квапы, который скоро апнется, убивать уже СФ. Потому что под активки играть очень важно. Так и происходит, сразу же тэпается. Тут уже Бейн не нападает, потому что ждет левел 6 Квапы. Марси что-то странное сделала. Может, мискликнула, хотела вместе с СФом застанить двоих и Рейквием убить их, но что-то не получилось. Здесь решил умереть, видимо, за то, чтобы ему вардик не поставили. Ошибся чуть, потому что второй раз после ТП умирать не очень приятно. Под видом решил не идти, потому что Бейн забирает. Решил просто пойти в бот, чтобы выкурить оттуда Акса и, возможно, с Абаданом какой-то в боте килл найти. Просто стоит, секьюрит аккуратненько этого Акса. Сейчас МБ... Ладно, ДБ ульт не скоро. Опять сноубол на максимум чаржит, тянет время. Убивает Акса. В целом, для Туска вот этот уже размен хороший. Потому что он выкурил тройку вражескую Акса, которая максимально агрессивно тут качалась. Для него это очень хорошо. Он еще экспо успел залутать. И в итоге еще зафорсил файт, в котором еще и умер СФ. Сразу же тэпается в мид, пока Квапа не пришла сюда, чтобы поэкспиться и быстрее добраться до левела 6. Также хочет здесь вардики поставить. Сейчас будет чекать активку, наверное, в топе. Пойдет, наверное, поставить топс вот сюда вот на будущее, чтобы убивать здесь СФ, когда он качаться будет. Поставил центр, чтобы убедиться в том, что его не спали здесь, что здесь опса нету. И пошел сюда вот топсик ставить. В будущем они, возможно, на 10-й под активку смаканутся и убьют его. Даже вдвоем с Квапой. Так пока что просто стоит под мидом. Ищет здесь героев сзади в спине МБ. Вот СФчик показался на пачке. Сразу же идут его убивать. Реализовал сразу же опс просто свой. Купил смог, чтобы либо еще раз с него выйти, либо уже побежать на какую-то другую линию вместе с Бейном и Копой. Забирают Мидтауэр. Сейчас побегут, скорее всего, Натоски побежит играть под ДБшку МБ. И стака сейчас плюс пойдет. Вот, а на Копе с Бейном будут активку контролить. Стака и 2 кемпика. Остался на активке. Сейчас вон СФчик опять показался на варде. Он заранее на Тоске себе купил смог. И сейчас в смоке просто побегут убивать вдвоем этого самого СФа. Ну, еще МБДБшка на ульте поможет. Сноубол запирает его. Во время сноубола можно шарды кидать.
Во время сноубола можно вроде даже тактим нажать. Во время сноубола нельзя нажать только ульт и агонимную. В миде им делать больше нечего. Вот остался там только Бейн добивать все левел 6. Вот он только что его добил, сейчас добер пачку тоже потянется. Вот сразу же побежал в топ, чтобы открыть этот таурочек, который им даст много возможностей. Им будет легче там удеть героев находить, и врагам будет тяжелее там по Торма играть. Выпуливает пачечку под ДБ, чтобы у тавра пачечка не разбивалась. Аккуратненько стоит сбоку, чтобы, если что, подсадить кого-то сноуболом или подцепить, если кто-то вот отсюда выйдет. Тавр добили, сразу же бежит стакать и хочет под активку уйти. НШ не стал стакать, потому что тут кемп увеличили, и он, скорее всего, не успел бы. Да и НШ у него в целом качать некому. Просто стоит аккуратненько, играет под копой, чтобы, во-первых, ее не убили, во-вторых, чтобы с ней делать какие-то мувы по карте. Вот вы всегда должны себе на сапе находить чела, с которым будете играть. Вот на бэне пока что мид оставил и играет под Абадоном, чтобы ревилить выходы в него, так как живой щит выступает. Туск тоже быстренько подтягивается. Тут убивает всех. Вот. И сейчас из-за того, что ну, Туск по факту свою линию неплохо постоял, помог там очень сильно. И мид выиграл без шансов. У них сейчас есть куча плеев на карте. То есть они могут сейчас здесь сыграть под виздом на 14 вражеский. Они могут просто забрать тауэр и захватить вражескую двойку. Пока что тут Туск стоит, докачивает все блинк, не теряет времени. Ну, потому что пока что там копа тоже качалась. Вот, поэтому решил просто аккуратненько все блинк докачать. Выходит в итоге под виздом. Один в один разменялись. Визом, к сожалению, забрать не получилось, но они всех стянули. И за это сейчас Абадон спокойно, без страха может качаться, где он хочет. Туск сразу же понимая то, что запал хажарином, ушел за кустик и дал тэп-аут, идет свой виздом забирать. Аккуратненько теперь тоже играет под Абадоном, потому что понимает, что в него здесь будут нападать. Потому что видел до этого вражеских героев. И просто стоит под ним, чтобы, если в него нападут, он его сноубольчиком подсейвил. Ну, либо просто они даже могут убить врагов. В итоге так и происходит на нападение в Абадона. А он уже тут как тут. Во время полета в сноубол спрятал Абадона в сноубол на миллисекунду, чтобы урона больше было. И в итоге опять просто били Марси, и от Абадона он опять не отходит, чтобы вот такого рандомного выхода Абадон опять же не умер, либо ульту из него не выбили просто так. Теперь идет опять под активку, чтобы с квапой нажать смог и что-то сделать. Хотят вообще поиграть в боте, потому что там качается Акс, а Акс у них будет им доставлять очень много неприятностей, поэтому хотят поиграть под бот. Постоянно под мидом снимает вардики. Старается это сделать, потому что под мидом варды дают больше всего импакта, потому что активки тут спавнятся. Активки дают очень много. Стоит аккуратненько, лутает экспу, первым спелом там подбивает крипов, чтобы блинк докачать. И уже с блинком пойдут в боте делать какие-то мувы, скорее всего. У ДБ Ган могут вообще себе что угодно позволять. Аккуратненько в кустах стоит, ждет просто, чтобы кто-то на пачку вышел, кто-то рядом оказался. СФ слишком далеко, поэтому просто стоит и ждет аккуратненько.
чтобы, видимо, не умирала пачка Аптауэр, решил ее закачать. Я чуть не умер за это. Но в целом, в данной ситуации этот мув был не опасным, потому что у него ДБ с Аганом есть, поэтому он мог себе это позволить. Вот так вот выйти в тупую. Чтобы пачка об воздух не умирала. Просто ее хотел заэкспит закачать. В итоге вышел гениальный байт. Сразу же идет ставить опс, чтобы играть под мид и топ, чтобы у них здесь была инфа. Играет аккуратненько по кустикам, бегает, ищет какие-то киллы, просто старается на линии не показываться. Слишком сильно не торопится, ждет, чтобы рядом оказался и туз, и команда. В итоге просто нашел лоу хп шамана. Также заметьте, как он прокаст нажимает, то есть он сначала дает очки с ульты, и сразу же, пока герой в полете, начинает заряжать сноубол. И как только он... Ну, здесь нужно было просто убить, поэтому он не ждал, пока упадет шаман. А так, если прыгаете в таргет, который вы не шотнули, то вы сноубол заряжаете до момента, пока он не окажется почти у земли, чтобы идеально продлить стан. Вот по талантам на 10-м всегда левый, на 15-м уже выбираете левый, если хотите покачаться и поскипать пачкой, потому что с левым таликом вы за первую-вторую пачку убиваете. Либо правый, если просто деретесь на хпшке просто, потому что 325 здоровья очень много. Остаются в топе, потому что хотят сыграть по Торма, забрать Торма, потому что они сильнее, понимают это. Отсюда не уходит, скипает здесь пачечки, чтобы, опять же, легче было того же Торма забирать. Аккуратненько стоит в кустах, ултает экспу. И если что, если кто-то... Ну, помимо экспы, если кто-то выйдет, может прыгнуть и прилетит на него ДБ. Вот, полностью доэкспливать пачку не стал. Просто подождал имба героя. Герой не вышел, сразу же стрейфанулся на Торментора. Аккуратненько хилится здесь. Дальше хотят под бот забрать последний Т1. Нажимая сразу же смог, чтобы обойти вот здесь вот аккуратненько сбоку и поломать врагам, если что, позицию просто. Со спины выйти. Враги этот мув ожидали, просто убили бедного Туска. Вот выход не удался, к сожалению. После блинка на Туске у вас вообще куча выборов, какие предметы взять. То есть в некоторых играх можете взять себе Глеймер, где много Magic Damage, где-то Юл. Вот, допустим, здесь, скорее всего, будет брать Юл, потому что против акции Юл незаменим. Можно взять Лотус в некоторых играх, там, против того же Шамана, там, вот таких Байна и вот таких вот героев. Где-то можно взять барабаны, если просто хотите закончить и дать, ну, так спид команде. Очень редко можете взять фастаган. Еще, если вы на Туске очень огромный и, так скажем, неубиваемый, в начале игры можете апнуть тапок фейзы, просто чтобы бегать миллион МС и миллион армора, если вы постоянно контачите с врагами. Здесь он контачить с врагами не может, поэтому просто ставил коричневый тапок. На 4 транквилы апать, ну, в целом не обязательно. На 5 почти всегда апайте транквилы. Еще если у вас монозависимая команда, или не тоже монозависимая, иногда можете взять арканы. Хотят все-таки реализовать неудавшийся мув в топе. Ой, в боте точнее. На Туске не показывается, просто сзади стоит, чтобы, ну, на ранже блинка, чтобы просто прыгнуть и заставить сноуболом там от агро и т.д. и т.п. Сразу же занимает вражескую двойку. Он на Туске, опять же, просто стоит за деревом, чтобы, если вдруг тут стоит вард, его не видно было. И чтобы, если вдруг в этого Бадана сейчас прыгнут, там, аккуратненько из ноувижна, то он его подсейвит. Сларк в топе показался, понимает, что все, ну, нападение без Сларка здесь никого не будет. И поэтому форсит Рошанчика, ставит опс, чтобы видеть,
что здесь происходит, чтобы в них отсюда не вышли просто. И быстренько этого Рошана забирают. Сразу же законтролил активку и идет играть под своих коров, чтобы помогать им. КВП застряла. Иул забрал, дальше будут либо по боту играть, но скорее всего по топу, потому что по топу заходить легче. Сейчас тут просто по пачечку на КВП толкнет, а сам, и все побегут в гейт. Там Акса можно найти, и как я уже сказал, отсюда заходить легче. Как будто мог напасть в Акса заранее, потому что команда уже подходила, но что-то, видимо, побоялся. Сразу же нажали смог и бегут. Наверное, хотели зайти во вражескую двойку, чтобы здесь там найти какого-нибудь Акса или что-нибудь такое. Побежали именно отсюда, чтобы их вот здесь рандомный герой с горки не разревилил. Вот, и, как я говорил, вот прокаст выглядит вот так вот. Просто ультанули, пока чел в полете нажали сноубол, он приземлился, идеально продлили. И так максимальное время стана выходит. Поставили здесь под себя опс. И просто ищут героев аккуратненько. Находят СФа. Справляются здесь и без Туска, поэтому Туск туда не идет, а идет встречать пачку, чтобы ее быстренько убить. Враги пытаются расплечивать их по карте, поэтому приходится вот так вот с линии на линию перебегать. Неприятненько, но приходится это делать, чтобы были линии распушены, чтобы было легко зайти на ХГ. Вот, и когда уже плюс-минус линии все распушили, только теперь заходит на Т2. Заходит именно через мид. Да, в прошлых там видосах я говорил, что это опасно, но здесь нету СФа. Без СФ они драться не будут, поэтому они решили самую сложную линию сразу сломать, и после этого уже стянуться на линию, которая полегче. Под бот выходит пачка, поэтому теперь сразу же хотят забирать бот, плюс тут виздом скоро ресница. Сразу же виздом забирает. Аккуратненько в кустах стоит, опять же, чтобы, если прыгнет так, сноуболом подсейвить. Нельзя допускать такого, чтобы вам там блинк сбили, либо вас первым убили. Всегда стоит сзади. На ранже блинка от коров своих. Ни в коем случае там не торопится, не прыгает там, потому что там и без него есть и контроль какой-то, и дэмэдж. Вот поэтому на ХГ никого слишком вперед не прыгает. Просто аккуратненько ждет, выжидает, терпит, не торопится. Вот, почти сторону сломали. Поняли то, что им уже могут ответить. Из них там чуть рейс подвыбили. Поэтому бэкнули, чтобы там дождаться бэшмота каких-то. Либо просто, чтобы по другой стороне зайти. Вот. Хотят забрать теперь просто ласт внешку, Т2. И уже потом заходить на ХГ. Но тут СФ умер опять, и поэтому у них появилась возможность просто через мид зайти быстренько в сторону здесь сломать. Но перед этим они все равно пушили топ, чтобы там хотя бы крипы вышку как-то побили. Вот сейчас ресница СФ, и они подвыйдут сразу же, да, там. Копу здесь хотят оставить как-то, видимо. Враги ошиблись, поэтому сразу же за это умирают и напишут сейчас ГГ.
Вот на туске сделал очень много. Свою линию не так сильно проиграл. Хотя линия была сложная, выпулил пачечки аккуратненько, ставил всегда под ДБ. Играл всегда под коров, просто их там ревилил и так далее, и так далее. И вот такая вот каточка получилась. Пишите, кого еще хотите там видеть на сапе, либо на коре, возможно. Вот. Всем спасибо, всем пока.